Кристина Константиновна, отчет, который вами был представлен, я с ним ознакомился. Как известно, в оргштатном расписании произошли изменения. Часть полномочий переданы новому Министерству энергетики и транспорта. При этом ключевая роль министерства остается без изменений. На что я хотел бы обратить ваше внимание в соответствии с вашим положением. Главные задачи, которые стоят перед министерством и которые должны получить импульс в 2024 году, в году, в который мы вступаем. Обеспечение государственной экономической политики, направленной на устойчивое развитие экономики нашего государства. Анализ состояния национальной экономики, выявление болевых точек и выработка механизмов решения данных проблем. Создание условий, обеспечивающих максимально эффективное управление национальными богатствами. С этим у нас серьезные проблемы. Разработка программ, обеспечивающих развитие территорий, отраслей экономики. Разработка принципов государственной инвестиционной политики. Это то, без чего нам невозможно обеспечить развитие экономики. Создание благоприятных условий для осуществления свободного предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, привлечение иностранных инвестиций и кадровое обеспечение приоритетных отраслей экономики. Вот задачи, которые мы с вами должны решить. Ранее мы говорили о приоритетах. Это туристическая индустрия, это субтропическое сельское хозяйство, это развитие транспортной логистической сети, это развитие перерабатывающей сельхозпромышленности и все, что связано с теми приоритетами, которые я обозначил. Главное требование – это сохранение нашей природы, строжайшее соблюдение экологических требований. Вот задача, которую мы с вами должны решить. Ситуация непростая. Мы на протяжении долгих лет не можем перейти рубеж в 45 тысяч рабочих мест. Это принципиальнейшая задача создания рабочих мест. Сколько у нас трудоспособного населения, по нашим данным? Около 120 тысяч. Около 120 тысяч. Официально зарегистрированных рабочих мест 43-44, правильно? Вот. Плюс самозанятые. Тут у нас огромный пласт работы, который нами надо выполнить. Развитие или, скажем так, устранение дисбаланса экономик региона в Абхазии. Это тоже очень важно. Направления заданы неплохие, в том смысле, что Восточная Абхазия в последнее время развивается, скажем так, более высокими темпами, чем это было ранее. То, что начато, вопросы связаны с обеспечением транспортной доступности этого региона. Это правильная история. Если мы сможем вместе сделать так, что коммуникации транспортные дойдут до ЖД-станции хотя бы Очимчира, это тоже большой плюс. Поэтому вот эти вопросы, им нужно будет уделять особое внимание. К сожалению, мы по какой-то непонятной для меня причине в этом году тоже не смогли выполнить инвестпрограмму в полном объеме. Добрый день, Аслан Георгиевич. Спасибо за предоставленную возможность. Безусловно, важно отметить принципиальные задачи, которые президент ставит перед правительством и непосредственно перед Министерством экономики Республики Абхазия. В ключе поставленных вами задач проводится определенная работа, проводятся соответствующие мероприятия. Коротко хотела бы сказать о некоторых из них, не вдаваясь в подробности, хотя бы о достижении тех индикаторов, которые вы обозначили перед правительством в рамках реализации программы социально-экономического развития, то, что у нас сегодня есть из положительного. Уже по предварительным итогам нами сформированы данные по показателям, связанным с исполнением доходной части бюджета, с среднемесячной заработной платой в целом по экономике и непосредственно по бюджетной сфере, и по оперативным данным по объемам достижения ВВП. Целевые показатели 2022 года и целевые показатели 2023 года по
оперативным данным уже достигнуты. В этом смысле нам не предстоит корректировать те задачи, которые вы перед нами ставили в рамках пятилетнего периода, поэтому мы сейчас приступаем к реализации мероприятий по 2024 году. Если нужно будет конкретно по показателям, я доложу, но в целом динамика хорошая. У нас ВВП предварительно, я еще раз говорю, это оперативные данные, превысит 60 миллиардов рублей, среднемесячная заработная плата в целом по экономике 21,7, при плановом показателе 20 тысяч рублей, среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере достигла 27,9 тысяч рублей. Это тоже выше того показателя, который вы нам задавали для правительства к реализации в 2023 году. Безусловно, хочу подчеркнуть, что вы правильно обратили внимание относительно наличия переходящего остатка по инвестпрограмме. Хочу объяснить причины наличия переходящего остатка в сумме 229 миллионов рублей. Ну, во-первых, это связано было с тем, что, как вы знаете, у нас проводилась определенная работа по корректировке объема финансовой помощи в конце года. И в связи с вопросами, связанными с энергетикой, у нас решение было принято только 26 декабря, а финансирование физически было осуществлено только 29 декабря, поэтому часть средств физически невозможно было освоить. Это порядка 74 миллионов рублей выполненных работ, которые мы могли профинансировать в конце года. Кроме того, была проведена, соответственно, корректировка инвестпрограммы и часть мероприятий для формирования баланса, финансовых средств с учетом резервирования средств на энергетику, а также секвестированием бюджета, в Российской Федерации нам пришлось провести определенные корректировки, поэтому у нас и сформирован остаток. При этом я хочу обратить ваше внимание, что все переходящие остатки прошлых программ фактически освоены на 99%. Это говорит о том, что те остатки незначительные, которые есть, это экономия, которая будет использоваться в следующем году. Также хочу обратить ваше внимание, что объем инвестпрограммы, как я сказала, секвестирован на 10%, лимиты программы уже, соответственно, утверждены. На 2024 год это 1 030 миллионов и, соответственно, по 1 155 в 2025 и в 2026 году. И, к сожалению, вынуждена констатировать, что нам пришлось незначительно сократить финансирование по отдельным мероприятиям. Понятно, спасибо. Хотел бы еще обратить внимание на следующую тему. Программа льготного кредитования. Это практически бесплатные деньги. 6% годовых – это значительно меньше, чем уровень инфляции. Это меньше. Поэтому вот у нас деньги, которые были зарезервированы за нами, это порядка 10 миллиардов рублей. Мы реально сколько смогли выбрать из 10 миллиардов рублей? Аслан Георгиевич, на данный момент подписан один кредитный договор, одобрен еще один кредитный договор, но он пока еще не подписан, фактически 1 700 000. 1 700 000, два кредитных договора. В среднем по 750. Это низкий уровень освоения. 17% за 2 года. Эти деньги сейчас нам необходимо на это обратить внимание. Мы должны их привлечь в экономику. Нужно будет подключаться к президенту. Я готов. Завтра этих денег может и не быть. Что для этого надо? Подготовьте предложения. Я готов ими заняться. Потому что на таких условиях даже российские бизнесмены у себя не могут найти деньги. А нам такие условия предоставлены. И кто бы там что ни говорил, желательно, конечно, если мы смогли бы соблюсти принцип следующий: выравнивание экономического потенциала Восточно-Западной Абхазии. Если по такому принципу не получается, неважно, в каких регионах это будет реализовано, тот или иной проект, он должен быть реализован. Мы должны сделать все для того, чтобы эти деньги в этом году на все 100% были освоены. Да, я бы хотела пояснить здесь, какая ситуация. У нас, Аслан Георгиевич, объективности ради надо отметить действительно на данный момент тот факт, что всего одобрено 2 проекта, но здесь есть обстоятельства, которые тому являются оправданием. Речь о чем идет? Как вы знаете, предыдущая программа в 1 200 000 по ряду проектов была очень неэффективной, и банки российские, которые участвуют в этой программе, очень тщательно изучают финансовые модели, финансовую состоятельность и эффективность, возможность эффективности использования средств. Кристина Константиновна, в части того, что оправдывающее не согласен,
Если кто-то работал на двойку, это не значит, что мы должны работать так. Процесс адаптации прошел, мы этим занимаемся более 2 лет. Это никого ни в чем не оправдывает. Вы обозначили ряд особых задач в части формирования полноценного учета и статистики, и я думаю, что соответствующий орган управления будет более детально докладывать вам. Но хочу сказать, что в этом направлении, значит, ваше поручение мы постепенно, не так быстро, как хотелось бы, но реализуем. Часть мероприятий была реализована в 2023 году, и достаточно большой объем будет реализовываться в 2024 году. Это касается и учета индивидуальных предпринимателей, непосредственно учета реально, значит, выплачиваемой заработной платы, значит, полноценного формирования бухгалтерского учета и отчетности, которые попадают в органы статистики, потому что те данные, которые в итоге формируются, у вас непосредственно тоже, как и у многих, вызывают определенные сомнения, поэтому в этом смысле у нас определенная работа ведется. Хочу также обратить внимание, вы в начале, значит, своего выступления обратили внимание на необходимость особого внимания, значит, со стороны Министерства экономики в части поддержки малого и среднего бизнеса. Здесь тоже определенная работа проводится, но самое главное, Аслан Георгиевич, к сожалению, за столько лет базовый закон Республики Абхазия, который определял бы, значит, что у нас является малым и средним бизнесом, на данный момент, на текущий момент еще не принят. Поэтому Министерство экономики ставит себе задачу в этом году внести в установленном порядке законопроект для того, чтобы мы могли его, значит, впоследствии уже реализовывать на практике. Но определенные мероприятия в рамках поддержки проводятся и за счет бюджета Республики Абхазия, и за счет финансовой помощи Российской Федерации. Это в отчете об этом сказано. Кристина Константиновна, еще раз хочу обратить ваше внимание на исключительную роль вашего ведомства в развитии экономики. Ни одно ведомство не наделено таким спектром задач, как ваш. Еще раз. Разработка и реализация государственной экономической политики. Это межведомственное взаимодействие и с Министерством по энергетике и транспорту, и с Министерством сельского хозяйства, и с Министерством финансов, и с Национальным банком. Анализ состояния национальной экономики. Это тоже вся национальная экономика, да, на всей задач. Территории. Поэтому задача, которая стоит перед нами, должна быть выполнена. Именно такой подход, координирующая роль, взаимодействие с ведомствами, развитие отраслей, развитие территории, в соответствии с теми приоритетами, которые обозначены. Кто бы что ни говорил, более подходящего для нас, с учетом нашей географии, нашей культуры, приоритета как туризм, нет. Это возможность сохранения в известной степени своей национальной культуры, это возможность сохранения в том числе села за счет той продукции, которая в селе может быть произведена и востребована на местном рынке. Вот эти задачи надо постоянно помнить и над ними работать. Вот входящие цифры у нас по итогам есть, рабочие места, объемы привлеченных инвестиций в экономику, частные, государственные. Государственные инвестиции пошли у нас там в отрасли экономики, в сельское хозяйство, того, чего ранее не было. И необходимо это все наращивать. И приоритет, конечно же, это привлечение частных инвестиций. Мы с вами неоднократно говорили, нам необходимо создать около 50 тысяч рабочих мест. Мы понимаем, что такое одно рабочее место и какие деньги должны быть привлечены. Если мы не будем действовать решительно, сознанием дела, обеспечить экономический суверенитет государства мы не сможем. А нам необходимо эту глобальную задачу решить. Ну, конечно, надо отметить, что в последнее время собственно доходная часть нашего бюджета существенно возросла. Если соотношение российской помощи и собственно доходная часть, наша собственная доходная часть, конечно же, возрастает. Спасибо Российской Федерации за ту помощь, которую они оказывают, но 1 миллиард 30 миллионов рублей не решит наших проблем. Да, и 5 миллиардов тоже не решит наших проблем. Поэтому нам необходимо ежегодно привлекать в экономику десятки миллиардов рублей.
А хорошим примером являются те проекты, которые реализуются, проекты, связанные со строительством, возобновлением работы аэропорта. За это спасибо вам, вашему коллективу. И реализация проектов в рамках льготного кредитования. Люди внимательно, бизнес за этим следит. Там, где есть успех, как правило, он воодушевляет других соискателей. Поэтому нужно будет действовать вот таким образом. Принято, Аслан Георгиевич. Все, благодарю за работу. Спасибо.